Инфракрасной полосе я перестану быть как все. Я перестану быть как все. На инфракрасной полосе я заключу с тобой пари, когда окажемся внутри. Свежие треки в дискотеке Underworld. Свежие треки в дискотеке Underworld. Выйти прочь, никто не может ей помочь. Я заключу с тобой пари, когда окажемся внутри. Свежие треки в дискотеке Underworld. Свежие треки в дискотеке Underworld. Сегодня последний в этом году саунд-дизайн. Возможно, он последний в жизни, в моей. Ты так не шути. Я не шучу, я очень хорошо к этому отношусь, я всегда готов. Закончить. Мы же пионеры. Закончить этот Да, мы же пионеры. Как это называется? Этап жизни? Этап жизни, да. И закончить свой этап жизни я готов с человека, который начал во мне этап жизни огромный, который длится практически 40 лет уже. Сегодня фактически бенефис африканца. 30 лет. Ты просто редко ходишь на саунд-дизайн, у меня тут бенефисы подряд уже идут. Бенефицианец. Бенефицианец, да. Бенефицианистый калий. Ау. Сергей, как ты относишься к нарциссизму? Я отношусь к нарциссизму хорошо. Только я слово это не могу выговорить. Я нарциссизм, да. Первый твой инструмент. Первый инструмент мой? Первый самый инструмент. Ивановская гитара. Иванова, я знаком с девушкой из Иванова, она отлично поет. И она скрипачка, кстати, вот у них делали гитары, но просто она из семиструнки в шестиструнку была сделана. Я проявил как бы, как это называется-то, чудеса, как бы, ну просто вот чудеса. Просто я одну струну убрал, сделал 6, короче, этих, пропилил тут дырочки, и у меня стала шестиструнка. А ты зачем вообще взял гитару? Чудеса мысли. Ну, не гантель уже мне было брать, как бы. Нет, я помню, гантельки у всех были по 2 килограмма. Ну, а я это как бы не мое. Я понял. Струны жать, это, ну, как бы тоже особая, как бы, темка. Что ты хотел выразить? Ничего не хотел я выразить. Просто мне идея понравилась.
Ну, конечно, да, вот это. В Орлеане негр на трубе играет отбой, и пары белых. У меня же был учитель хороший. Чеченов? Нет. У нас на улице, на 9-й Подлесной, ниже там жил такой человек Саша. Саша его звали. Как тебя. Я тоже учил Саше играть на гитаре. Но Короче, я не думаю, что Саша не вылазил, он был старый музыкант из 70-х, 60-х, не вылазил из ЛТП. То есть он, а когда он вылазил из ЛТП и был не пьяный, его надо было, я у него взял на урока 4 всего. Понимаешь? Он отличный был. Он мне показал, как играть контрапункты, как разные бои, короче. Не те, которые вот этот, вот эти, вот знаешь, а вот этот, блин, или всякие разные. И я понял. Все вот эти штуки. И вот. То есть я как-то сразу окунулся в нормальный бой. Как бы, и понял, что... А я все задавался вопросом, о чем мы играем, а у нас не звучит, как там на кассете. То есть какой-то бой дурацкий. А никто показать не мог. Хотя бы тот же бит. монстры рока в СССР вы попали. О, на Металлику. На Металлику вы попали. Ну, это же просто Нет, было... я поехал... Да, я был... Это же... Это жопа, я с тех пор не хожу ни на какие стадионы. А Марк сказал: Серега, мне в командировку в Москву отправляют, но мне скучно, поехали со мной. Я говорю, ну поехали с тобой. И мы такие сели с Марками. Он там как раз в Тушино будут все дела, как бы поехали. Пришли мы в Тушино, народу там тьма, короче, туалетов нет, пожрать нечего, ничего, короче, вообще никак. Никакого сервиса. Вот они все в туалет вот тут ходят, бутылки такие в землю торчат, короче, все на бутылки залазят, толпа ломанулась, как бы кто-то упал, задавили нафиг. Люди с пробитыми бошками какими-то все время. Сначала полетели, короче, в толпу эти бенгальские огоньки, потом, короче, чебурашки, потом банки 3-литровые, потом стали выводить людей, короче, и я такой думаю, да. И я познакомился с пацанами из Иванова. А потом тут драка прямо, тут какой-то один, он такой волосатый, красавец, понимаешь. А мимо гопники проходили, он что-то сильно как бы крутился, они его нарезали. Тут же и все. Это все под Металлику? Нет. Под Синдереллу? Под Пантеру. А, под Пантеру. Пантера была тогда, только не начинающая была группа. Я помню, да, это вообще отлично. Синдерелла, это ты из другого вспоминаешь. Была Пантера, Металлика. Black Rose ага. И Есты наши, да, ведь? Есты, Black Rose, все такие отдохнули, короче, в это время. Металлик, там концерт, как всегда, задержался, Металлика уже поздно вышла. Короче, к 12 мы на AC/DC не остались. AC/DC было бы неплохо посмотреть, как бы. И просто не уехать было бы. И я поехал домой, короче. Марка я потерял там в толпе, он куда-то ломанулся ближе к сцене, там его, он весь приехал облитый пивом, короче, там. Ну, то есть он на всю жизнь натанцевался, как бы. Но Металлика, надо сказать, играли вообще шикарно, конечно. Звук был хороший? Все хорошо было. Да все хорошо, понимаешь, и прием. Все же зависит от приема. Просто там, ну, понимаешь, этой Металликой бредили же все практически. И тут они приехали. И главная группа это была Металлика. DC может быть, но как бы все равно DC ночью, там не знаю, кто остался до утра. Хотя мне говорили, что там пушки стреляли, там что-то было еще. Аврора вышла из берегов. Да. Бродский. Иван, да, Бродский. Бродил по полю, как Пол Маккартни в том парке английском. После концерта Роллинг Стоунс, короче, эльфов, да, искал. Эльфы! А Марк такой, я эльф. А Марк себя обливает пивом, да? Эльфы и Ильф вдруг там родился. Да. Вдруг родился Ильф. Мы снова перешли в сторону снов, как бы попытаюсь сейчас обратно нас вытянуть оттуда. Голос примочка. И у меня есть 2 гитары. Больше мне в жизни ничего не надо. У меня 4 гитары. Прозоров зашел такой, уважаю. Что за гитары? У меня? Да. У меня хороший Ибанес есть, очень хороший. Вот это тонкий, который. Прямо, это электроакустика? В смысле? Прямо отличный, да, электроакустика. Я выбирал его, то есть я понял, что гитара не должна ни звенеть, ни низких там, она должна вот быть, как будто на ней такие струны из жил. То есть я слушал Incredible String Band, они работали со старыми инструментами. Я услышал, они реально должны теплом отдавать. Они не должны бренчать, звенчать. Во-первых, тонкий корпус. В миксе лишних низких нет, короче. Звучит она вот как это, знаешь, на средних. То, что надо, короче. Гитара – это же шейкер просто.
Я понял тебя, да, о чем ты. Просто ты тон меняешь, как бы, и все. Но ты на нем хороший. То есть я, по сути, хороший перкуссионист, как бы, видишь. Ритм-гитара – это как бы особая функция. Не соло там, ничего там. Я понял тебя. Я редко встречаю хороших ритм-гитаристов, как бы. Вторая гитара какая? Гибсон. А Гибсон это электричество уже или акустика тоже? Гибсон, электрический, Гибсон. Прямо Гибсон. Гибсон. Реплика. Но я вообще что-то посмотрел на эти Гибсон, мне вообще ничем не отличаются. Только 20 тысяч, а то 120 тысяч. А, так у тебя Эпифон. Нет, Гибсон. Эпифон у меня тоже есть. Как бы. На И Эпифон у тебя есть? Да, Эпифон у меня. И еще есть блюзовая гитара, как она называется? Чикагские. Вашбурн. Чикагская фирма же. Вот эта. То есть по соседству там с этой Chess Records где-то была. У меня фабрика. тоже Вашбурн, да, И акустика. она была вот из первых, да, акустическая Вашбурн. Но они жестковатые, надо сказать. Они очень жестковатые. Я на ней играл лет 10, и я понял, что они очень жестко. Я на ней написал один блюз, но здесь блюз не звучит вообще. Вот в этой части света. А приехал в Марокко, и только эта песня и звучала. Ну, не подстрелили. Так акустика или электричество? В смысле, В те годы. предпочтительнее? Да, в те годы. В те годы? Да. Ну нет, в те годы мы электричество играли, акустику мы не играли фактически. Как ты не играл акустику? Да ты на всех квартирниках с акустикой был. Это не называлось тогда квартирник? А, это не... а что это называлось? Пьянка. А, пьянка называлась, да. Ну, это правда. Это- А как, что такое квартирник? Это пьянка. Пьянка под сопровождение как бы живой музыки. И есть у пьяниц как бы такие герои, как бы пьяницы. Они такие всегда с гитарами, всегда готовы. Мне кажется, мы уходим в параллельные миры. Так мы из них не выходили. Так это мы про акустику? Ага, это акустика. Да, это акустика. А для группы все-таки тебе понадобилось? Не, ну вот представляешь, в акустике как бы ты бухаешь, поешь, а потом тебе говорят, надо бы концерт сыграть. И ты такой, хорошо, и вся эта компания, которая из-за стола перебирается в зал, и там это играет, соединяясь еще с другими компаниями, которых там, например, может набрать, например, в 90-е годы ДК Ижмаш, например. Это была группа Кома. Была кома. И это вот Комой можно назвать вот как раз вот такой табор, из которые переселялись из квартиры, где они играли в акустику, внезапно превращаясь Не, ну в... ты помнишь, как было же на самом деле? Вот весь Нет, табор... Серег, вот прикинь, я ничего не помню. Вот Нет, расскажи ну, мне. только Я Цыганов, короче, и табор. Такой прям цыганщины, понимаешь? Вот, Там, кстати, да, тут с наркотиками, водкой всякой, дрянью, короче. не было наркотиков никаких, я Нет, не помню. было, не было. И, короче, это. А еще были нормальные музыканты, которые как бы играли в группе Кома, и они думали, что они играют в приличной группе. И вот они приходили как бы на концерт, понял? И все, они думали, что они в филармонии играют нормальный концерт, как бы. А все остальные-то догадывались, о чем речь, как бы. Слушай, ну по эффекту было очень круто. Ну, как бы молодость есть молодость, как ты хочешь, по эффекту. Мы однажды приехали в Москву в 93-м году, всем табором цыганским, человек 15 нас было. И давай по этой Москве ходить и свои порядки устанавливать. Курить в метро, покупать водку в ночном магазине, не знаю, там, песни свои петь, в общем, жить своей человеческой жизнью. Как бы. Кто ждет, когда уже нельзя, просто дирижабль бесконечно синий коснулся брюхом рыбьих стай, тысячи лучей обнажили разом большие буквы КОМ. Кстати, отношусь и к вот тебе это очень неплохо. серьезный вопрос. В 94-м году или в 95-м ты вдруг внезапно перестал пить, курить, Да, и до сих пор как бы не... есть соль, есть мясо. Мясо в 95-м? В 95-м? Нет, да, рыбу в 98-м, да.
Это что такое на тебя нашло? Ну, в смысле, я познакомился с автопилотом, больше как бы не имело смысла как бы заниматься знакомством с автопилотом второй, третий, четвертый раз. В смысле, время ушло, мы просто... Вот обрати внимание, не функция, а как бы ты плывешь в предлагаемых обстоятельствах. То есть ты как бы живешь, как рыбка такой. Раз, опа, ситуация поменялась, ты просто почувствовал, тебе говорят, а что произошло? А ты говоришь, я сам не понимаю, но, чуваки, надо делать так. Они такие, ладно, короче, но мы не поняли, о чем речь, как бы. Я такой, ну нет, надо сейчас вот так. Я не знаю, почему так, но надо так. И видишь, спасают как бы. Хорошо, отвернемся от группы Кома и выпрыгнем в группу Анри. Кома такое очень брутальное, ну Кома. Это же Кома. Цыганское как бы Так, объединение, понимаешь, как бы. и вдруг Анри это такое французское слегка уже объединение. Ну, сексуальная революция же с этим связана. С французами? Ну, а как Анри, это кто, секс-символ же? Я не знаю. Ты Анри просто не был футболист на есть. концертах? Нет, Анри – это сексуальная революция в Ижевске, как бы, Мне 2000-е. трудно общаться, Это очень круто, как бы. чувствую холод стены. В моей голове слишком много опилок. И я пишу песни в режиме растущей луны. На всех моих джинов не хватит бутылок. Спам, в моем ящике спам. Удалите из ящика спам. В моем ящике спам. Спам. В моем ящике спам. Анри показали, как можно, понимаешь, можно из общей среды рок-н-ролльной выделиться и смело шагнуть вперед. Да. После Underworld был А такой... вот Underworld, вот заметь, это действительно была песня, которая вот, она как бы с небес вальнулась, понимаешь. А почему так случилось? Ты же не знаешь предысторию? Нет, не Мы знаю. познакомились с группой «Аквариум» в 2001 году, и я-то не планировал вообще ничего тогда. Я был просто в шоке от того, что мы в этой комнате находимся, мы уже 3 часа разговариваем, все так классно, слушаем новую музыку, все, и вдруг мне Борис Гремячков говорит, а ну-ка, как бы, сыграй-ка. Я такой, блин, короче, все, приехали. Я спел одну песню, говорю, херня какая-то. И потом, ну-ка, еще что-нибудь. И я дискотеку Underworld спел, и все. И они сказали, это отличная песня. Гертруду Стайн спела, они говорят, отличная песня. И все. И мы подумали, вот что бы ни происходило, дискотеку Underworld стопудово надо увековечить, как памятник. Понимаешь? И мы нашли эти деньги, мы ее записали, и она существует, вот как памятник тому, что как бы было, понимаешь, в жизни. С Гертрудой Стайн тоже самая история произошла. Мишка, мы записывали года 3 с ним видео всякие на... Как эта программа, как это смешная эта штука? Очень классная, мне нравится. GarageBand. Да. Отличная вещь, просто, блин, можно самому попробовать, как ты хочешь. Вообще там поподставлять все так. Это такая развивайка-конструктор. GarageBand. Вот эти вот, помните, в детстве были? Да. Короче, и мы с ним делали несколько всяких новых песен, а потом он говорит, давай сделаем Гертруду Стайн. Я не знаю Гертруды Стайн. Этот мир состоит из тайн. Вы смеетесь, а мне отнюдь. Это все не смешно. В королевских покоях экс. Черный кофе, горячий секс. Осторожно, всегда со мной. Хоть я с этой, хоть с той. Поцелуй в диафрагму страх. Мы зажаты в одних тисках. На экране пылает страсть. Прямо зрителю в пасть.
То есть, еще раз, так, устаканив. Кома – это цыганский табор, Анри – это выход из этого цыганского табора и как бы шаг такой немножко в… Не немножко, это как бы выход на сцену. На сцену, да, выход на сцену как бы собственный, то есть это ты, это не В тусовка. смысле, это для всех. Ага. Это вот пример, который как бы, ну то есть можно. У нас же был единственный, как бы мы хотели сказать этим самым, что в Ижевске все может быть по-другому, как бы. Может быть праздничнее, лучше, как бы. То есть как художник, как музыкант, то есть раскрасить жизнь вообще. И ведь получилось тогда, это было прекрасно, как бы. И поэтому Анри это такая группа художников, я бы сказал. Ну и Анри называется это художник. Анри, да, мы пытались раскрашивать. И тогда И мы поехали на фестивали. У нас же, смотри, какой толчок был. В Чебоксарах вы были? Ломанулись. Какой мощный был мы на фестиваль. всех крупных фестивалях региональных, мы все были. И Архангельском. Все заканчивается. Да. Архангельском все заканчивается. Да. Архангельск это тут. Там до сих пор А металлисты. на юг да. ехать и не нужно, как бы. Там вообще ничего не нужно. Вот все происходит в нашей северной. А что тогда такое фавориты Луны? Ну, то есть, представь, вот мы возвращаемся как бы. 5 секунд. Вот фавориты Луны и фавны, да, фавны. Так, вы писали так совершенно. Фавн – это страшное существо. Ну, ты из этого помнишь. Ну, в смысле, это фавн же. Это Ну, же, конечно. Это же опять… Как фавориты. Как Анри превратился в фаворитов Луны. Да. Ты фильм смотрел «Фавориты Луны»? Нет. Нет. Короче, история Художественный такая. фильм? Да. Я не смотрю художественный фильм. Он не совсем… Это кино. То есть, есть фильмы, а есть кино. Вот это кино. Кино. Выступает группа Кино. Понимаешь? Кинеморолик. Это реальное кино. С большой буквы. Это когда ты смотришь глазами, и тебе там все пока… Никто ничего не говорит толком. Ты просто… Ну, это кино. Кино – это вот комиксы, короче. То есть, ты как бы читаешь. Видео, там язык, все, картинки. Короче, ситуация такая. 86-й год. Кинотеатр Удмуртия. Мы с приятелем, заядлые киношники, учимся там, в 6 или 6 классе. 85-й, может быть, год. В 84 году вышел фильм. И каким-то боком, это первый его французский фильм, и каким-то боком он у нас в Удмуртии показывался. И мы ходим на все фильмы, и мы пошли на этот. Полный зал народу, там все включили фильм. 10 минут мы остались вдвоем. Мы досмотрели, потому что это кино. И меня поразило, я такого никогда не видел, чтобы все покинули зал, короче. «Фавориты Луны» фильм. Смешной, хороший, классный. Если вот, понимаешь, просто читать, то блин, это очень круто. А там такой эпиграф. Почему нас называют ворами, мы не воры, мы рыцари мрака. «Фавориты Луны», Шекспир. Вот, короче. Фильм о людях, ну, как бы… Как Жилкин сказал, хорошие, интеллигентные люди, попавшие в какую-то такую ситуацию, из которой им не выкарабкаться. Ну, понятно, да? Ну, то есть это трагедия. «Фавориты Луны» – это, ну да, это человек, так сказать, ну, попавший вот волей судьбы вот в какую-то ситуацию там. Или он из бедности, или в долгах, там, или в бандитах, или еще. Ну, короче, вот. Но интеллигентный человек. То есть не поступит плохо, понимаешь. Вот это. «Фавориты Луны» для нас стало чем-то подобным. Как бы. Вот. И я подумал, хорошо, а показывали же всегда День сурка 2 февраля. Я день рождения, включаю День сурка, как этот «Ирония судьбы» или «С легким паром». А я всегда смотрю День сурка. И в этот момент, понимаешь, вдруг 2 февраля впервые показали «Фавориты Луны». И по телеку я такой, все ведь правильно происходит. Вот как ориентироваться. Так ты ориентируешься в этом мире, как бы. То есть по каким-то непонятным… Ну, по знакам. Я называю это язык ангелов. Как бы. То есть так с тобой разговаривают. И я не знаю, почему мне говорят, ты дурак. Я говорю, я столько в жизни поступков совершил непонятных. Совершу и этот, подумал я, и смело ломанулся. И вся ситуация, помнишь, как все разыгрывалось?
Вдруг резкий упадок, ничего не происходит, как будто всю жизнь замерло, ничего не происходит. И мы вот в этой ситуации, проехавшие полстраны, такая группа, понимаешь, ничего не происходит, народу нету, никто на концерты не ходит. Потихонечку. И я думаю, вообще, может завязать как бы с этим делом. Но нет. Вдруг очнулись малый и средний бизнес. Они стали предлагать играть в кафешках. То есть фактически, я сейчас смотрю, в чем фавориты Луны занимались. Мы создавали музыку для баров. То есть у нас сейчас программа вся, вот мы в любой бар приходим, начинаем, мы их развеселим. Как бы. Это музыка для баров. То есть мы совершенно в другой как бы сфере начали вариться. И я думаю, на самом деле, мы как будто в 50-х годах находимся, понимаешь? Когда мы вот с этих советских фестивалей, всех вот этих сошли и окунулись в реальные условия существования музыки, жесткие, понимаешь, когда ты, либо интересен, либо нет. И тебе надо создавать. И тут уже не от того твоих эстетских, я буду такую музыку создавать или такую. Ты на уровне вообще выживания находишься, понимаешь, как бы, то есть заниматься этим или нет, понимаешь. Появилась масса там коммерческих групп, там все эти играют. Но ты-то ведь не коммерческий, ты не можешь. Ты как тебе когда-то говорили, давай ты будешь электронную музыку играть. Ты говоришь, зачем, я же песенки пишу. То есть я же умею говорить. Я не хочу электронную музыку. Это музыканты, я человек-тема, я песни пишу. Я пришел и говорю, чуваки, играем. А они такие, о, зашибись. Мне хоть электронную, хоть акустическую, хоть какую. Вы музыканты, я человек-тема. Я умею говорить. Прихожу, говорю. Вы обыгрываете. Мы делаем шоу, короче, все. Понимаешь? И вот это вот происходит. То есть мы вообще учимся новым вещам, короче, постоянно. То есть мы до сих пор как бы развиваем эту музыку. И ведь такая ситуация в каждом городе страны происходит, на самом деле. Ну, практически, да, я много вот ты же едешь, да, ты же видишь, что происходит. Да. То есть они тебе такие, мы тут концерт хотим, говорят, ну так на дорогу, там то все 5-10, гонорар. Там, то есть ты все равно ты остался упертым рок-н-ролльщиком в этом отношении. Ты не хочешь, например, подстроиться под тенденцию, ты не хочешь вот это сделать так и так, ты все-таки проруливаешь свои Мы вещи. летом играли на набережной, вот я тебе позицию просто свою озвучу. И мы играем, и народ проходит. Я знаю, что они все нас знают. Они просто, кто-то что-то положит, кто-то не... Но ведь мы не для того, чтобы денег положили, мы просто как бы играем. А кладут это уже как бы просто благодарность. Некоторые думают, что мы деньги зарабатываем, некоторые еще там с разными предложениями. А мы просто продвигаем вот эту как бы тему и все. На набережной хорошо играть. Люди ходят, и один мужик-то, сыграйте мне Цоя алюминиевые огурцы. Я говорю, чувак, где тут Цой-то? Тут только я и ты, понимаешь? Пацан, говорю, мне что сказать? Я что, тварь бессловесная, что ли? Мне сказать нечего. Я говорю, тебе, ты послушай, я тебе говорю. Он такой, денежку какую-то жмет, как бы в руке. И мужик тут стоит такой, и 1000 достал, сразу хлобаюсь мне, Я понял, что я правильно озвучил позицию. Я не тварь же бессловесная, я говорю. В этом городе нас, говорящих, не так и много, понимаешь. Как бы. И мы достояние, мы говорим. У нас есть хорошие музыканты, есть люди, которые говорят. Мы все, что мы делаем сами. Мы никому не обязаны ничем, понимаешь. И мы должны это дальше делать. И будущее у нас есть, и все у нас есть.
Мы вот эту телегу все тащим на себе, и мы, если зализывать раны, приползем друг к другу, хоп-хоп, потеремся опять. Дальше как бы все, мы двигаемся, как бы все получается у нас, все нормально. Не надо никуда там сдаваться, как бы, то есть... А кто, если мы говорить не будем, кто будет говорить-то? Ты такой раз заткнулся, пробку в рот вставил и группа крови. Это было 30-40 лет назад, ну ты чё, блин? Ситуация-то поменялась, блин. Катаясь на скейте, только не бейте, понимаешь? Сбросили с возу, заломали березу, за подобные штучки взяли под ручки и повели. Здравствуй, чистое поле, твой тонкий колосок, блин. Вот же ситуация какая. А чё мне, блин, там? Перемен. Смешно.